Ханифа Буружева во время осетино-ингушского конфликта потеряла отца и 3 братьев. 4 человека из одной семьи. И это не считая двоюродных братьев и дядю. Женщина работает в комитете по без вести пропавшим, потому ей чаще остальных приходится сталкиваться с чужой болью от потери близкого человека. Сегодняшний день сплотил ингушский народ, потому как те страшные события нельзя никогда и никому забывать, говорит Ханифа. Конечно, хотелось бы пожелать, чтобы об этом дне помнили все ингуши, независимо от любой политической ситуации. Вот этого не должно касаться ничего. Вот эта память должна быть святой, и вот этот день мы всегда должны чтить, передавать из поколения в поколение, чтобы об этом помнили. Не для того, чтобы сеять вражду между соседскими народами, а для того, чтобы никогда больше вот такие страшные дни не повторялись. 26 лет. Именно столько времени прошло со дня событий осени 92 года. Этот день оставил неизгладимый след в памяти и истории ингушского народа. Сегодня здесь собрались очевидцы тех событий, родные погибших и пропавших без вести, и те, кто знает о том, что пришлось пережить лишь по рассказам старших. Эти события довольно трагические для нашего народа. Они были самый такой тяжелый момент для становления нашей государственности. И, как мы все понимаем, это очень отразилось на нас. Я считаю, что каждый, считающий себя ингушом, активным гражданином, должен сегодня присутствовать на этом мероприятии, в первую очередь, чтобы мы не забывали. И, конечно, мы должны извлечь из этого уроки. Извлечь из этого позитивные уроки, чтобы в следующем, будущем уже наше поколение не допускало таких ошибок, чтобы мы вышли из этого урока. На траурном митинге, посвященному событиям осени 92 года, присутствует и глава Ингушетии. Юнузбек Евкуров первым делом посетил кладбище, где прочитал дуа за погибших и пообщался с присутствующими. Глава республики отметил, что о случившемся 26 лет назад нужно помнить всем, и взрослым, и подрастающему поколению, для того, чтобы никогда больше не допускать повторения тех страшных ошибок. Я бачу, дислокацію. Но дислокацію молода. Сачу yok çırlığı, сачу yok çaklı, kadar alhamdülillah yok. Dari koşduven. No şu kadar çı dислокацію sendes. Kuan yolumi halk beyan çukanı 92 году войны декабрь halk beyanı yurt ha beyta. Kam halk deyta. Tabii ajmu nak vойны kahub başır. Halk beyan yarım zulmuş di nakub başır, yarım zulmuş deyta nakub başır. Sade. Şu anda diyabajı sebebi Allah'a şahı bırak daha dolur. Valla ve demaldeyiz hem политическим путем решать должен. Muhammed ve hadoy hani alçı egger sağa barajı egger khala toç kagina be mekir be. Anto qoza beyneriz joven xoş da bir ka şey kaş da qlasa bakırız. Beyn da beynir korsu boğaz. Baqi baraj zambirji qalnağı مثل خادم استغنى داية تقام يالدي سعر بيرجع جدات فان اللهم بيك بواس ناقة تدوت الزرقاء. دخل محمد لورد دولار استغنى وزلق ناق بيعكاب تغنى دال شيء زيارة قابل دول تعمل بينشون دال برسا بول بي مثل دال تهي بيركتيول ديكتر خد دال يندلي. نو ير محمد حي ديس حنا فان اللهم بين أغن برحيج داغو وي ماش داغو دولار وي تغنى داغ جد تري وقولك والله إرسي متالي. Треугольник шдавый таган. 44 год диван дагвалыш. 92 год диван дагвалыш. Ночче границ диван дагвалыш. Далеком держит, дохл чат, дохл хайлыш. Садордан дохкой. Таган дасы сигана самрдина. Самаш хадезвин. Так мас развиваться дидакой, мас хозар дидакой. 44 хан фуддовыцо. 92 год хан фуддовый. حياة تادي حماش، يكون فرق دادي جيتشي تانخانة، потом сюда через حماش خохوش دالين دالودوي, далберся бол далгай баркетвом. На этом мемориале, где все напоминает о событиях 26-летней давности, каждый памятник несет свой смысл и свою боль. Рядом с плитами, где высечен длинный ряд имен тех, кто без вести пропал той осенью, подолгу стоят их близкие. Этот список они знают наизусть, но пройти мимо него в такой день невозможно. Именно поэтому старейшины призывают жителей республики уберечь мир, в котором мы сегодня живем.
Yermoda ham went oot doats. Hagel schalwits kit zamsek. Zich wanneer aan pijn dat sigel scheiden geruog. Kezik geef hem galwits, lorwel wits. Wij voor dit elchetahana, wij mag bij lord bij nagelord bij baat zijn. Wij mag kadwal die, wij mag ik haj. Ouder die haller der ja kal nage bier is de derde ook en alles dit. Je mag kiek bij megeert. Hatwal bij mocht twaalf kan twaalf de. Kan zich mocht op baat. Salti zich patchal gehoud aller. من اللي يخرس يلي سلتي أقوى شغل بتشعل خلص هذا أنت الحقيقة تقولنا لا تجبر ستر نجبي الورد يجلاتش شو ده بيت بقى ركوا وذي حكم ديشاسك شينك به حكم شينك به بالله شينك به شيء هم من دلدش ويداخل وي مخبق وتعن دجمو حق الله. Память о событиях 92-го года объединяет всех ингушей. Кто-то сразу спешит к могилам близких, кто-то, встретив бывших соседей из пригородного района, вспоминает своих родственников и односельчан, пропавших без вести. Около 7000 человек пришли сегодня, чтобы прочитать дуа за погибших и попросить Всевышнего Аллаха скорее найти без вести пропавших. 26 лет назад случилась эта трагедия, и сегодня здесь мероприятие, которое стало традиционным, оно такое объединяющее, поддерживающее, и мы показываем нашим подрастающему поколению пример, потому что об этом нужно знать, об этом горе нужно знать. Нужно найти и виновных, нужно найти без вести пропавших, нужно сделать так, чтобы такой трагедии и такой трагической страницы в истории нашего народа больше не случилось. Поэтому сюда приходят все, и молодые, и взрослые, и женщины, и дети, чтобы увидеть и поддержать тех, кто здесь находится, поддержать родственников, спросить друг у друга, как там налаживается жизнь в пригородном районе у граждан ингушской национальности, что делает власть в этом направлении, что делает федеральный центр в этом направлении. Есть у нас определенные уже и положительные сподвижки и положительная динамика в этом направлении. Поэтому это очень важное мероприятие. Глубокие морщины на многих лицах не признак старости, а отпечаток, который наложила на них судьба. Нет ни одного ингушского жителя пригородного района, который не пострадал бы во время тех трагических событий. Материальные потери мы уже пережили, но надежду найти пропавших не оставим никогда, говорят собравшиеся. 406 погибших по нашей информации и 192 без вести пропавших. 16 разрушенных сел у нас в пригородном районе. 16 разрушенных сел. Больше 4000 домов сожжено было в свое время. И где-то около 70 тысяч населения было. Вы сами видите, насколько она сплотила вокруг нас, сколько народу. Это говорит о том, что мы не забыли об этом. И это очень отрадно, что не забыли. Разделить боль утраты родственников, которые пропали во время событий осени 92-го года, приехали и гости из соседних республик. Они подчеркивают, что несмотря на это сложное испытание, которое выпало на долю ингушского народа, он стал только сильнее, и необходимо постараться, чтобы те события больше никогда не повторялись. 1992 года унесло жизни многих прекрасных сыновей Ингушетии. И сегодня очень отрадно, что в честь их памяти, в честь недобрых дней, которые настигли в те годы Ингушетии, мы сегодня вместе с вами отмечаем его как день скорби и час их вспоминаний. Очень приятно, конечно, то, что вы сказали, Ахмад Хаджи, это истинные ценности, которые сидят у народа ингушей. Мне наши старшие говорили о том, какой у них гиллых, какие они уважительные и насколько они чувствительны к тем ценностям, о которых мы говорим сегодня, ценности ислама. Ислам, он не сегодня, он не вчера, он не завтра. Он много лет тому назад объединил нас в одно целое, и сегодня мы идем по тем тропам, которые нам предначертал Всевышний Аллах, и которые наше старшее поколение, как пожелание наилучшее, оставило нам, растущему поколению.
дай Аллах, чтобы 92-й год в истории Ингушетии никогда не повторился. Дай Аллах, чтобы мы, как истинные приверженцы ислама и, алхамдулиллах, настоящие мусульмане, ценили то, что заложено в глубине души и в корнях этого ислама. Очень сильно повезло, потому что во главе этого народа стоит патриарх мудрости, сосед Юнусбек. Сосед имеется в виду по скамейке, в которой я нахожусь. Его руководство привело много открытий. Я поражаюсь, когда он присутствует за пределами Российской Федерации, выражая свою озабоченность спортсменам, алимам, которые там выступают и защищают честь Ингушетии. Я благодарен ему за то направление, которое он объединил весь ингушский народ и ближайших соседей. Пусть Всевышний Аллах даст ему силы, чтобы и в дальнейшем он мог руководить, сохраняя все и приумножая все ценности, которые есть между нами, горцами и кавказцами. Эта дата оставила неизгладимый след в сердцах и затронула судьбы тысячи людей. Сколько бы времени ни прошло, забыть невозможно. В память о погибших и пропавших без вести старейшины, религиозные деятели и молодежь совершили коллективный зикр. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24.